Это программа «Актуальное интервью» в студии Александр Хавренко. Якутск в эти дни стал центром обсуждения комплексного развития Арктики. В Северном форуме по устойчивому развитию принимают участие политики, представители органов власти, ученые и эксперты 11 стран. Обсуждается широкий спектр вопросов сотрудничества российских арктических субъектов в международном арктическом взаимодействии, в экономике, гуманитарной сфере, образовательной и так далее. Какие исследования готова проводить в Арктике Япония? Об этом мы поговорим с нашей гостьей. Харука Камияма, научный сотрудник Hokkaido Intellect Tank. Добрый день, госпожа Камияма. Добрый день. Какие на сегодняшний день существуют у Японии приоритетные научные направления в Арктике? Направление исследования Арктики в сфере экономики, логистики, окружающей среды, дипломатии и информационных технологий. По специальной программе Минобразования и науки Японии развивает сеть специалистов, проводятся всесторонние исследования. Вот в этих исследованиях какое место занимает Арктика и Север, и в исследованиях, и вообще в японской внешней политике? Рассматривая социально-экономическое движение арктической тематики в мире, сегодня в Японии Арктика и Север занимают важное место в развитии как никогда. В том числе Хоккайдо ищет свою экономическую нишу в развитии Северного морского пути. А можно ли сегодня говорить, что у Японии существует интерес к Якутии в целом и к арктической части Якутии? Кроме развития Арктики, японских специалистов и бизнесменов интересует сохранение народов Севера и их культуры, еще импорт и совместное развитие сельского хозяйства в области выращивания северных ягод, из которых можно производить биодобавки. Сегодня японцы очень активно ищут их партнеров на Дальнем Востоке России. А уже проводились какие-то исследования, да, по северным ягодам, что их можно использовать как биологические добавки? В сельском университете Токио там есть специалист. И они пришли к выводу, что наши северные ягоды будут полезны, в том числе и японцам. Да. Отлично. А каких результатов вы ожидаете от Северного форума по устойчивому развитию? Вот, что по итогам вы бы хотели видеть? Так, моя цель участия в форуме найти новых партнеров на дальнейшее сотрудничество. Еще обмен мнениями с участниками из разных регионов России и других стран. Еще обсуждение мировых интересов и передача нужной информации японским коллегам на Хоккайдо. А с кем-то вы уже из местных пообщались, какие-то, может быть, предварительные договоренности, какие-то вопросы решили, обсудили? Да, вчера, кстати, очень интересный форум, семинар был, и обсуждали развитие туризма в холодном месте, включая Арктики. Ну и, кстати, да, все знают, что японцы очень туристическая нация, очень любят путешествовать. А как вы думаете, насколько будет востребован Север, Якутия, Арктика вот именно для японских туристов? Да, сейчас очень активно путешествуют и на Камчатку, и во Владивосток, и, по-моему, больше и больше японцев будет на севере, туристов. А в Якутию? В Якутию, конечно. Это первый раз для меня в Якутии. Я была более 40 городов России, и я вижу, мне очень интересно этот район, Республика Саха, и также и для нас, японцев. А что, по-вашему, как думаете, что больше привлекает японских туристов? Культура, экстремальные холода? Ой, нет. Природа, не холода точно, да? Да, природа очень красивая. Это очень отличается чем к нашим.
Вот немножко вернемся к нашему разговору. Существует ли в Японии интерес к Арктике с точки зрения экологии? Потому что ну, проблема экологии вообще в целом стоит в мире, а Япония один из самых экологически развитых регионов, экологически развитых стран. Так, Япония вот является морской державой и в то же время очень восприимчивой к изменениям погоды в Арктике. И сегодня температура вот, моря повышается, и рыба плывет на север. И это очень большая проблема, потому что рыбные ресурсы очень важны для нас. Как вы думаете, насколько будет способствовать арктическая тематика процессу сближения между нашими странами? Российская Федерация вот, обслуживает часть Северного морского пути с советских времен. Поэтому для Японии очень полезно получить опыт Российской Федерации в этом вопросе. И необходимо наладить диалог на сотрудничество между руководством стран, бизнесом и образованием наших стран. Госпожа Камияма, я вот не могу не отметить ваш очень хороший русский язык. Как давно вы его изучаете? Я начала изучать русский язык в 2010 году. В Киотском университете я училась русский язык. У меня была очень хорошая преподавательница из Самары. Из Самары. А как так получилось, что вы выбрали одну из специализаций — это изучение русского языка? Это очень случайно. В университете выбрала русский язык. И среди японских молодежи больше и больше популярно становится выбрать русский язык. Вот очень многие говорят, что русский язык и японский язык — это одни из самых сложных языков вообще в мире для изучения. Может быть, да. Вот, как вам легко давался язык? Это очень сложно, и до сих пор с ошибками говорю. Но очень красиво звучится. Мне очень нравится изучать русский язык. И очень счастлива, что на работе разговариваем на русском языке. А помимо того, что помимо просто изучения, может быть, вы как-то интересуетесь русской культурой, русской литературой, музыкой классической, чтобы полнее понять Россию и русский язык? Да, в университете, когда я училась, много прочитала Достоевского, Чехова, Булгакова. На русском? На русском, только помедленно. Вот, мы уже поняли, что в Японии существует достаточно большой интерес к Арктике. Какие институты в Японии изучают Арктику, может, проблемы Арктики, проблемы развития Арктики? Это один из самых Хоккайдском университете, да. Там какая-то отдельная кафедра или весь институт, или вот как это происходит? Что конкретно там изучает, что интересует? Там специалисты по рассчитывать кост логистики и рут, как будет сред. Вот на данный момент уже какие-то приложения, какие-то наработки вот, по изучению института Хоккайдо уже внедрены или хотя бы внесены на обсуждение? По-моему, еще только начали. В 2010-х годов мы еще новым в сфере развития Арктики. Большое спасибо, госпожа Камияма. Очень содержательная беседа у нас сегодня получилась. Это была программа «Актуальное интервью». Всего вам доброго и до новых встреч.